Школа новой журналистики «Альтернатива» города Камрад продолжает знакомить своих студентов с новыми жанрами. Встреча юных учащихся с руководителем Центра журналистских расследований Кишинева Корнелией Казанак прошла в студии телерадиокомпании АТВ в неформальной обстановке. Ребята узнали, что значит профессия журналиста, насколько она престижна и какие возможности она дает журналистам. Профессия журналиста открывает очень много дверей. Ты можешь, каждый из вас начнет работать, и даже в первые месяцы работы вы можете пойти на пресс-конференцию президента, например, и вы можете задавать президенту вопросы, или вы можете пойти делать интервью с разными людьми. У других профессий таких возможностей нету. То есть у журналистики очень много возможностей поговорить с людьми, ехать куда-то, делать такие материалы и раскрывать разные случаи или разные проблемы. Школа журналистики «Альтернатива» открыла свои двери в прошлом году, но за эти полгода в школе побывали многие журналисты из Гагаузии и Молдовы. Как отмечает директор школы Елизавета Ротарь, о данном учебном заведении заговорили в журналистском сообществе, и радует тот факт, что школа стала альтернативной площадкой, где обсуждаются самые важные темы региона. Это стало уже доброй традицией приглашать в нашу школу журналистики опытных журналистов с Молдовы. И сегодня к нам приехали из Кишинева журналисты-расследователи. Нам хотелось, чтобы наши ребята немножечко узнали и об этих темах, об этих проблемах. Они очень интересно рассказывали о разных схемах и о разных механизмах, как проводить журналистские расследования. Этот жанр очень сложный, поэтому всегда нужно, чтобы об этом говорили те журналисты, которые имеют уже довольно-таки большой опыт. У нас в Гагаузии большая проблема с расследованиями. В основном этим никто не занимается, но мы знаем, что у нас очень много есть различных тем, на которых стоило бы обратить внимание и обсуждать в обществе, и это, возможно, помогло бы людям и обществу. И наша была задача познакомить наших ребят с расследованиями. Они поинтересовались, насколько сложна эта профессия. У них загорелись глаза, и надеемся, что они и в дальнейшем посвятят свою жизнь журналистике. Общение с опытными журналистами дает стимул в дальнейшем развитии. Ученики школы задавали интересующие их вопросы, узнавали, как следует выбирать темы для расследований, насколько это сложная профессия, как находить достоверного источника информации. Со своими впечатлениями поделились с нами сами учащиеся. Сегодняшняя встреча с журналистами из Кишинева была о журналистских расследованиях, которые показали нам и рассказали о том, какие есть плюсы, какие есть минусы, какие есть интересные стороны, а какие есть неинтересные стороны. Домна Корнелия рассказала очень интересную историю о людях, о семье, у которых был сын 7-летний, и он не получил документы. У него с рождения не было сертификата о рождении, поэтому он не смог поступить в школу. И интересным фактом было то, что вмешательство журналистов все-таки поспособствовало тому, чтобы этот мальчик смог пойти в школу и получать, как и все остальные дети, образование. Возможно, я бы хотела связать свою дальнейшую жизнь с расследованиями, журналистскими расследованиями, потому что думаю, что это круто нести правду и рассказывать о том, что происходит. Мы узнали очень много нового, примерно поняли, что вообще из себя представляет расследовательская журналистика. И мы очень были рады, что мы встретили таких людей, и то, что именно они нам дали хороший пример того, что такое расследовательская журналистика. Ты много знаешь, ты много узнаешь, у тебя много связей, ты можешь путешествовать. А минусы, что очень сильно это связано с рисками, потому что тебя могут и избить за какую-то информацию, угрожать тебе. Это неприятно, это хамство. Мне понравилось больше всего, когда она говорила про детей, у которых нет документов.
потому что, это проблема, которую нужно поднимать, потому что это ведет к не очень хорошим последствиям. Журналистское расследование является одним из сложных жанров. Его невозможно сделать за день, редкий случай, когда полноценное расследование удается провести за месяц. Поэтому опыт журналистов, которые занимаются этим ремеслом более 20 лет, внес определенный вклад в приобретение новых знаний. Корнелия Казанак, она уже более 20 лет работает в сфере журналистики, она расследовала очень крупные резонансные расследования, такие как кража миллиарда, и очень хорошие примеры привозила для наших ребят, как журналисты проводят расследование, какие риски есть, потому что журналистское расследование – это необычный материал, там журналисты должны быть готовы к тому, что могут быть какие-то риски, могут быть какие-то проблемы, какие-то судебные разбирательства. Вот обо всем мы говорили сегодня с нашими юными студентами. В конце встречи руководителям Гагаузия Медиа было предложено сотрудничество в совместном проведении расследований в Гагаузии. Также Корнелия Казанак призвала студентов обращаться, если у ребят появятся интересные идеи для будущих работ.